إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله أكبر 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 الله أكبر. Восхваляем Всевышнего Аллаха, Аллаха Великого, Аллаха Могущественного, Аллаха Всепобеждающего, Аллаха Всеподчиняющего, того наказания, кого нужно бояться, Аллаха Милостивого, Аллаха Прощающего, Аллаха, награды которого следует желать и которой нужно стремиться. Аллаха Щедрого, Аллаха Великодушного, Аллаха Милостивого, который охватил милостями своими миры, который одарил, объял щедростью своей все творения. И мы свидетельствуем, что нет Бога истинного, нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, Создателя небес и земли, единого, единственного, у которого нет сотоварищей, и свидетельствуем, что Мухаммад, его раб и его посланник, тот, который обладал самым великим нравом, тот, который обладал великой милостью к верующим, тот, который был мягок и добр к ним. Пусть Всевышний Аллах благословит его и приветствует наилучшим приветствием, а затем, о рабы Аллаха. О рабы Аллаха, бойтесь Аллаха, иттакуллах, бойтесь Аллаха, и пусть этот завет бояться Аллаха будет всегда у вас в памяти. Помните об этом в тайне и на людях. Помните об этом, когда вы дома и когда вы в пути. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он приказал нам таква, богобоязненность, ватазавваду, фа инна хайра задди таква, ваттакуни я улил альбаб. И запасайтесь провизии, но знайте, что лучшая провизия, лучший запас – это богобоязненность. Так бойтесь же Аллаха, о обладатели разума. Знайте, о рабы Аллаха, что богобоязненность, она не заключается просто в словах человека, а богобоязненность заключается в том, что человек должен стремиться изо всех сил к прощению Всевышнего Аллаха, к Его удовольствию, к Его милости. Каким образом делать благие поступки спасительные и оставлять, отказываться от грехов, которые губят человека? Это нужно сделать до того, как пройдет жизнь, до того, как истекут отпущенные нам с вами часы, отпущенные нам с вами минуты. Потому что вот эти вот дни и вот эти вот часы, из них и состоит тот жизненный срок, который нам с вами отпущен здесь на земле. И вот эти вот дни, они являются хранилищем для наших деяний, поэтому пусть каждый посмотрит, что он положил в это свое хранилище. Потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Йаума таджиду куллу нафсин ма амилят мин хайрин мухдара, ва ма амилят мин су тавадду лау анна бейнаха ва бейнаху амадан баида». В тот день, когда каждая душа увидит то, что она совершила из хорошего, и то, что она увидела, то, что она совершила из плохого, будет желать душа, чтобы между ней и этим плохим было огромное расстояние. Так, о рабы Аллаха, складывайте в эти ваши дни, в это ваше хранилище благие деяния, чтобы, когда вы умерли, вот эти благие деяния, вы увидите их, и они обрадуют вас. Когда будет расчет, когда будет воздаяние, чтобы вы услышали эти слова: «Я айятухан нафсуль мутмаинна, ирджи'i иля раббики радиятан мардия, фадхули фи ибади, вадхули джаннати». О душа успокоившаяся, вернись к Господу твоему, довольный, снискавший довольствие. Войди в числе рабов моих, войди в мой рай. И опасайтесь того, чтобы положить в это ваше хранилище скверные деяния, чтобы потом человек, который вот так вот пренебрегал, чтобы он потом не оказался в числе тех, которые говорят, там, находясь в аду: «Рабби рджиун», «О Господь наш, верни нас, лиалли амалю салихан фима таракт», верни меня, может быть, я буду совершать праведные деяния там, в оставшиеся.
то, что осталось у меня за спиной в земной жизни. И они будут говорить в аду: «Раббана ахриджна на'маль салихан гайра лази кунна на'маль». О Господь наш, выведи нас из этого ада. Мы будем совершать деяния не такие, которые мы совершали. Будем совершать праведные деяния, не те, что мы совершали на земле, о рабы Аллаха. В первую очередь, заповедую себе и вам, и призываю себя и вас. Первый грех, которого вы должны опасаться, это попадание в ширк. В ширк билля, предание Всевышнему Аллаху сотоварищей. Потому что этот грех, он подкрадывается к человеку незаметно. Горе человеку, который не боится ширка. Горе человеку, который не боится, что он не попадет в ширк, предание Аллаху сотоварищей. Это самый страшный грех, которым может человек ослушаться Аллаха. Страшнее этого греха нет. Этот грех ширка, предание Аллаху сотоварищей, поклонение кому-то кроме Аллаха. Этот грех разрушает ислам. Этот грех лишает человека имана. Все, и его религия, его ислам становится недействительным. Все сводит на нет. Если человек умрет, совершив ширк и не покается, Аллах не простит его никогда. Ширк, он все деяния твои, все, что ты хорошее делал на этой земле, все перечеркивает, все сводит на нет. Ширк, если человек совершает его, умирает, в нем не покается, все, для него запрещен рай навсегда, он не сможет войти в рай никогда. Этот человек окажется из тех, кто навсегда будет в адском огне. И из самых явных проявлений ширка, это когда человек посвящает что-то из ибада, что-то из поклонения не Аллаху субхану ва тааля, особенно дуа, мольба, когда человек со своим дуа обращается не к своему Творцу, а к кому-то кроме еще. А, к сожалению, сколько людей есть, которые называют себя мусульманами, пусть Аллах исправит их, вернет их к религии, которые свое дуа направляют не к Аллаху, а направляют к посланнику Аллаха. И говорят: «Фарриджи анна, я Расуль Аллах», избавь нас от бед, о посланник Аллаха. Или говорят: «Я Расуль Аллах, агисна», о посланник Аллаха, нас спаси. Или говорят: «О посланник Аллаха, дай нам свое шафаа». Или которые обращаются к святым, которых они считают святыми, Бадави, Джейляни и другие, и взывают к ним и говорят им: «Спаси нас, помоги нам». Которые взывают к Хусейну, говорят: «Хусейн, дай нам спасение, Хусейн, избавь нас от того состояния, в котором мы находимся». Взывают к разным пирам, разным сеидам, разным аулия, разным азизам. Аллаху Акбар. К женщинам и мужчинам помимо Аллаха это страшный грех, мерзкий грех, отвратительный грех. Аллах субхану ва тааля строжайшим образом в Коране запрещает этот грех. Нам разъясняет ясными словами, чтобы мы ни в коем случае не попали в этот грех. И мы читаем с вами постоянно, и мусульмане читают постоянно: «Фаля тад'у ма Аллахи ахада». Никому не взывайте наряду с Аллахом, то есть не обращайтесь в дуа. «Ва аннаху ламма кама Абдуллах яд'уху, каду якунун алейхи либада». И когда раб Аллаха встал, взывая к нему, то они, то есть неверующие, они ополчились против него. «Куль иннама ад'у рабби ва ла ушрику бихи ахада». Скажи им, Мухаммад, скажи им: я взываю с дуа только к Господу моему, и никого ему не приобщаю в сотоварищи в своем дуа. Аллах субхану ва тааля в этом аяте и в других аятах запрещает нам кому бы то ни было взывать к дуа, какой бы ни был это почитаемый человек или творение, будь то ангел приближенный, нельзя к ним обращаться с дуа, или пророки, или какие-то праведные люди. И передано от пророка, алейхиссалату вассалям, достоверно, что он сказал: «Ман мата, ва хуа яд'у мин дуни Аллахи ниддан дахаля ан-нар». Кто умрет, и он при этом взывал к кому-то наряду с Аллахом, с дуа, тот войдет в адский огонь. Да упасет Аллах субхану ва тааля. Второе, о рабы Аллаха: избегайте таких проявлений ширка, как клясться не Аллахом. Клятва не Аллахом запрещено. Это грех. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил клясться кем-то, кроме Всевышнего Аллаха. Запрещено клясться пророками. Запрещено клясться ангелами. Запрещено клясться святыми. Запрещено клясться отцом или матерью. Или клясться хлебом. Или клясться солью. Или клясться честью, как клянутся некоторые. Это из великих грехов, и это тяжкое бремя у рабы Аллаха. И это ширк. Пророк, алейхиссалату вассалям, назвал клятву не Аллахом ширком. И об этом передал Умар ибн аль-Хаттаб, когда он услышал, как человек клянется и говорит: «Клянусь Каабой». Сказал он: «Я слышал», не говори. Не говори так. Сказал: «Я слышал, как пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: ман халяфа би гайри Аллах факад ашрак». Тот, кто клянется не Аллахом, тот совершил ширк.
Далее, о рабы Аллаха, призываю вас всех, прежде всего самого себя, остерегаться такой вещи, как бида. Бида, то есть введение в эту религию каких-то новшеств, чтобы делать что-то из бидатов, или призывать людей к бидатам, или распространять бидаты, потому что бида это из страшных грехов, бида это из отвратительных порицаемых вещей, бида, вот эти новшества в религию, это из самых опасных преступлений, о рабы Аллаха. Много хадисов пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, постоянно предостерегал от этого. Каждая джумма, каждый раз, когда он обращался к людям с проповедью, он говорил людям после слов «амма ба'ад», а затем он говорил «фаинна хайра الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». Он говорил, самые лучшие слова – это слова Аллаха, самый лучший путь – это путь Мухаммада, самое худшее из дел – это новшество в религии. Каждое новшество – это ересь, а каждая ересь – это заблуждение. Пророк, алейхиссалату вассалям, в своей прощальной проповеди, уже это была прощальная проповедь, и люди поняли, что это прощание пророка, алейхиссалату вассалям, с уммой. Он сказал: «Ва иякум ва мухдасатиль умур». Остерегайтесь того, чтобы вносить в эту религию что-то новое. «Фаинна кулля мухдасатин бид'a, ва кулля бид'атин далаля». Потому что каждое новшество в религии – это ересь бид'a, а каждая ересь – это заблуждение. Оно ведет в адский огонь, о рабы Аллаха. И пророк, алейхиссалату вассалям, разъяснил, что если человек делает что-то, что является новшеством в религии, не принимает это Аллах. Он сказал: «Это манахдаса фи амрина малейса мину фауа рад». Кто ведет в эту религию что-то, что нет в ней, это отвергается, не принимается Аллахом. Что такое бида? Бида – это рабы Аллаха. Что такое? Это то, что введено в эту религию после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, когда уже закончилось ниспослание этого шариата. Что люди делают для того, чтобы получить какую-то награду и как-то приблизиться к Аллаху? Но этого нет в религии. Это было введено после смерти пророка, алейхиссалату вассалям. Будь то убеждение, акида, или это слова какие-то, или это действия какие-то. Вот это и есть бида. Пример этого, о рабы Аллаха, то, что происходит зачастую. Если вы этого не делаете, благодарите Аллаха, но своих братьев-мусульман от этого предостерегайте, потому что этого много-много-много можно увидеть, когда люди обтираются или прикладываются к могилам, к праху на могилах, или к решеткам на могилах, они думают, что это могилы святых, или купола какие-то, или столбы, там, или мрамор какой-то, и они трогают это руками, потом обтирают свои тела, или к занавескам, которые там висят, они прикасаются, или они какого-то человека считают праведным, святым, они начинают его трогать, его одежду или его тело, хорошо целуют, прикасаются руками, потом обтирают свое тело, думают, что они получат барак вот таким образом. Еще одно проявление бидата, очень распространенная ересь, это чтение фатихи, суры аль-фатихи, после обязательных намазов. Сделали обязательный намаз, зикр, и потом все аль-фатиха, и начинают читать фатиху. Это бида. Или когда хоронят умершего, читают фатиху. Бида. Нет этого, пророка, алейхиссалату вассалям, не передано, о рабы Аллаха. Или когда никах бывает, тоже говорят, надо почитать фатиху. Нет этого, это тоже бида, о рабы Аллаха. Или говорят, когда вообще что-то важное, нужно поднять руки, всем прочитать фатиху. Это новшество, о рабы Аллаха. Лучший путь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Еще одна бида, которая очень распространена, это вот то, что называется по-арабски аль-маатим, или поминки. Поминки по умершим, когда собираются в доме умершего, близкие, родственники, знакомые, и приглашают потом какого-то чтеца Корана или группу из чтецов, которые читают Коран, зачастую за деньги еще читают им Коран. Потом после этого они делают угощения, накрывают столы, и каждый раз кто-то приходит и читает за это умершего, поднимает руки, читает фатиху за душу этого умершего. Это бида, о рабы Аллаха. Еще одна бида, новшество, это коллективный зикр. Все вместе, хором делать какой-то зикр. Начинать вместе и заканчивать вместе. В мечетях это, или на поминках, или это при отмечании каких-то там дат, или это при тавафе вокруг Каабы, или когда делают саи между Сафа и Марва, или когда бывают в Муздалифе, или когда бывают на Арафате, или во время праздников, или когда посещают могилы, хором делают какие-то зикры. Это новшество, рабы Аллаха. Нету такого. Еще, рабы Аллаха, из новшеств, которые распространены, знайте это и рассказывайте людям, предостерегайте людей от этого. Это отмечать какие-то события религиозные, как, например, ночь Исра и Ми'радж.
вознесение пророка, алейхиссалату вассалам, на небеса. Или отмечать день рождения пророка, алейхиссалату вассалам. Или день рождения каких-то святых, отмечать каких-то праведников. Все это новшество, все это отвратительные действия, о рабы Аллаха, если ты посмотришь Коран. Весь, от начала до конца изучи Коран, ты не найдешь там этого. Сунну всю, от начала до конца изучи, не найдешь там этого. Сподвижники, что сказали сахаба? Изучи все асары их, не найдешь ты там этого. Имамы все, посмотри, Абу Ханифа, Малик, Аш-Шафи, имам Ахмад, посмотри, их книги все, то, что от них передано, нигде не найдешь этого. Они этого не делали, они к этому не призывали, они это не распространяли, и их ученики этого не делали. И самые лучшие 3 поколения этой уммы, никто этого не делал, рабы Аллаха. Давайте же остерегаться этого. А далее скажу вам, рабы Аллаха, остерегайтесь грехов. Остерегайтесь того, что запретил Всевышний Аллах. Остерегайтесь того, чтобы смотреть на запретное. Чтобы смотреть на постыдное. Чтобы смотреть на греховное. На улицах ли это? Или телевизор? Или это в сайтах интернета? Или это YouTube? Или это Facebook? Или это Twitter? И так далее. Или это кинотеатр? Или это театр? Опасайтесь того, чтобы смотреть этими глазами, которые вам даровал Всевышний Аллах и вложил в них свет на запретное. Остерегайтесь, о рабы Аллаха, обмана, мошенничества, лжи, нечестности, очковтирательства в ваших торговых сделках. Когда вы покупаете и продаете, остерегайтесь обмана и нечестности. При выполнении вами ваших профессиональных обязанностей, профессиональной работы, исполнении вашей службы опасайтесь обмана и нечестности, и недобросовестности. При торговых сделках, при договорах остерегайтесь того, чтобы допустить малейшую какую-то нечестность ради Аллаха Субхану ва Тааля. Остерегайтесь, отдаляйтесь, о рабы Аллаха, от такой вещи, как уподобление неверующим. Пророк, алейхиссалату вассалам, запретил уподобляться неверующим в их обычаях, в их одежде, в их прическах. О рабы Аллаха, заклинаю вас остерегаться мерзких нравственных качеств. Ложь, гиба, злословие, намима, сплетни, издевательство, насмешки над людьми, несправедливость, зульм, преступное покушение на кого-то, распутство, зина, нечестие, посягание без права на кого-то, злоба, зависть, ненависть в ваших сердцах, ростовщичество, риба, пренебрежение вами, вашими религиозными обязанностями, прежде всего намазом. Остерегайтесь распутства, остерегайтесь вот этой грязи, которая бывает в сердцах. Далее, о рабы Аллаха, не смейте обижать, не смейте причинять вред людям, не смейте обижать прежде всего ваших родителей, не смейте обижать ученых ислама, прохожих на улице, соседей ваших, близких родственников ваших товарищей, ваших работников и так далее. Не покушайтесь, не делайте вред ни телам их, ни имуществу их, ни транспорту их, ни дорогам, ни домам. И знаете, о рабы Аллаха, что вот эти самые грехи, будь то ширк или бид'аты, или ослушание Аллаха Субхану ва Тааля, вот это все, ваше ослушание Аллаха, оно обернется злом. Обязательно обернется злом и вредом в этом мире. В могиле, когда вы будете, обернется вредом. В вечной жизни обернется вредом. Вот эти грехи, они влияют на стабильность в обществе, лишают общества безопасности, они влияют на сердца людей, они влияют на экономику, они лишают благоденствия, то есть нарушают экономическое состояние в обществе. Из-за чего? Из-за грехов влияют грехи на единство, на сплоченность общества. Все, что постигает людей из общих каких-то бедствий, или частных бедствий, индивидуальных каких-то проблем, или массовых проблем, несчастий, все это из-за чего? Из-за тех грехов, которые совершили на наши руки виноватые люди. Грехи, которые они совершают перед Аллахом Субхану ва Тааля, потому что заслужили этого. И Аллах поэтому сказал Субхану ва Тааля: «Захар аль-фасаду фил барри валь бахр, бима касабат айдин нас». Появилось несчастье на море и суше из-за того, что совершают руки людей, лиюзикахум ба'да аллази амилу, ла'аллахум ярджи'ун, чтобы дать людям вкусить часть того, что они сделали. Может быть, они образумятся и вернутся, придут в себя, вернутся к Аллаху Субхану ва Тааля. Далее, о рабы Аллаха, ибад Аллах, дни Рамадана,
Вот эти вот светлые дни, лучезарные дни, они прошли. Ночи светлые, они закончились. Когда мы были счастливы нашим постом, когда мы наслаждались нашим киямом, ночными намазами, когда наши сердца были раскрыты для поминания Аллаха, для чтения Корана, для покаяния, для дуа к Аллаху Субхану ва Тааля, закончились эти дни светлые. Пришел праздник. Праздник с его блеском, с его радостью, с его великолепием, как награда для постящихся. Как чествование тех, которые поклонялись Аллаху в течение этого месяца, как радость для благодеющих. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Валитукмилю аль-идда, валитукаббиру Аллаха аля ма хадакум, валяллакум ташкурун». Чтобы довели вы до конца число дней Рамадана поста и возвеличили Аллаха такбиром за то, что Он оставил вас. Может быть, вы будете богобоязненными. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Закончился еще один из отпущенных нам Всевышним Аллахом Рамаданов. Сколько нам отпущено таких Рамаданов, мы не знаем, сколько их нам предписано всего в нашей жизни. Но в любом случае их не так много. Поэтому каждый Рамадан – это бесценный дар, которым нельзя пренебрегать. Вот почему предшественники, они за полгода до Рамадана просили у Аллаха, чтобы Он позволил им дожить до месяца вот этого, месяца прощения. А потом полгода после этого просили у Аллаха от них принять их поклонение в месяц Рамадан. Так просите же, о рабы Аллаха, Всевышнего Аллаха, принять от вас и от всех мусульман. И знайте, что показателем и критерием того, что от вас принято, является что? Что Рамадан Аллах от вас принял, является увеличение вашего имана и вашей богобоязненности после этого. Вот если увеличился твой иман и твоя богобоязненность после Рамадана, это показатель, что Аллах от тебя принял. Потому что Аллах говорит, когда приказывает сиям, когда приказывает Рамадан, ла'аллакум таттакун. Может быть, вы будете богобоязненными. Вот для чего пост. И если ты видишь, что богобоязненность увеличилась, значит, от тебя принято, иншаллаху тааля. Потому что Аллах говорит: «Иннама ятакаббалу Аллаху миналь муттакин». Аллах принимает только от богобоязненных. И этот праздник – это из лучших вообще явлений, дарованных Аллахом Субхану ва Тааля рабам. Поэтому стремитесь, о рабы Аллаха, в этот праздник очистить свое сердце, чтобы сердца ваши были чистыми. Если в ваших сердцах есть какая-то злоба к вашим братьям, или какая-то вражда, или какая-то ненависть, избавьтесь от этого сейчас, о рабы Аллаха. Прощайте. Прощайте, потому что говорит пророк, алейхиссалату вассалям: «Игфиру югфар лакум». Прощайте, и вам будет прощено. Будьте людьми прощающими, извиняющими, людьми, которые забывают допущенные в отношении них какими-то промахами и ошибками. Явите, покажите свою сплоченность, свое согласие, свое единство. Отдалитесь от разногласий, от раздоров, от распри, от споров, потому что говорит пророк, алейхиссалату вассалям, что каждый понедельник и каждый четверг открываются двери рая. И прощает Аллах Субхану ва Тааля каждому рабу, который не предает ему сотоварища, не делает ширк, кроме того человека, у которого есть с его братом ссора, и говорится тогда: «Анзиру хазейни хатта ясталиха». Отложите вот этим двоим, то есть не прощать, не будет им прощения. Отложите им, пока они не помирятся друг с другом. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Благодарите, о рабы Аллаха, благодарите Аллаха, что позволил вам дожить до конца этого месяца и провести его в поклонении Всевышнему Аллаху. Поверьте, это из самых великих даров Всевышнего Аллаха. Просите Аллаха, чтобы Он простил вам те упущения, которые были во время поста. И знаете, о рабы Аллаха, что сказал пророк, алейхиссалату вассалам: «Ман сама Рамадана, сумма атбаху ситта мин шавваль, кана ка сиями дахар». Тот, кто пропастился весь месяц Рамадан, а потом после этого еще 6 дней шавваля месяца пропастился, то это будет считаться, как будто он постится все время. Секрет этого каков? Месяц Рамадан, Аллах Субхану ва Тааля его принимает так, как будто в 10 раз больше это. То есть, как 10 месяцев. Награду дают в 10 раз больше, как 10 месяцев. И 6 дней Шавваля это как 60 дней, то есть 2 месяца. Получается 10 месяцев и 2 месяца, это 12 месяцев. Как будто ты весь год постился. Но знаете, о рабы Аллаха, что чтобы поститься 6 дней Шавваля, нужно сначала, если у тебя есть долг, пропущенные дни в месяц Рамадан, пропаститься сначала их.
а потом уже поститься 6 дней Шавваля. Почему? Потому что в хадисе что сказано? Тот, кто пропастился весь Рамадан, а потом 6 дней Шавваля постился. А если ты не восполнил пропущенные дни, не сделал каза этих дней, то, значит, ты еще не пропастился Рамадан. И знайте, что не обязательно. Лучше, если человек в первый день, конечно, день праздника харам поститься, но во второй дальше уже можно поститься. Лучше, если человек вначале пропастится эти 6 дней, но если человек сделает это в течение всего Шавваля, в разброс, не обязательно подряд, это тоже можно, о рабы Аллаха. И о рабы Аллаха, пророк, алейхиссалату вассалам, когда вот так произносил хутбу, вот сидели также сподвижники, также сидели рядами, он произносил хутбу, а после этого он обращался к женщинам. Обращался к женщинам, шел и обращался к ним с проповедью. И я тоже хочу последовать примеру пророка, алейхиссалату вассалам. Говорил им пророк, алейхиссалату вассалам, чтобы они боялись Всевышнего Аллаха. И я говорю, бойтесь Всевышнего Аллаха. Соблюдайте вашу религию, соблюдайте границы, о женщины мусульманки, соблюдайте границы, которые установил Аллах. Выполняйте то, что приказал Аллах. Отстраняйтесь от того, что запретил Всевышний Аллах. Соблюдайте права ваших родителей, права ваших мужей, права ваших детей, дочерей, сыновей. Праведные женщины – это те, которые усердно поклоняются Аллаху, те, которые хранят то, что положено хранить в отсутствие мужа, благодаря заботе Аллаха. Остерегайтесь, о женщины, остерегайтесь того, чтобы склониться к тому, что делают некоторые женщины, в том числе считающиеся мусульманками женщины из числа мусульман, которые идут на улицу, или идут в больницу, или идут на место работы, или идут куда-то в парк наряженными, украшенными, надушенными разными духами, благовониями, надевают на себя какую-то одежду, которая узкая, которая описывает их тело, подчеркивает, облегает, или сквозь которой видны части тела. Вот эти женщины, такие женщины, они не идут верным путем. Они не идут путем блага, они не поступают достойно. Поэтому остерегайтесь того, чтобы быть подобными им. И пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал, «Синфани мин ахлин нар лям арахума». 2 вида обитателей ада я еще не видел, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. То есть при нем не было этого. 2 категории людей, которые будут в аду. Первая, это люди, у которых будут плетки наподобие хвостов коров, которыми они будут бить людей. А вторая категория – это нисаун касиятун арият, мумилят маилят. Это женщины, одетые и в то же время голые. Вот полуодетые, полуголые женщины. Мумилят маилят, которые склоняют других к греху и сами склоняются к греху. Русухунна кааслиматиль бухтиль маиля. Их головы как горбы верблюдов, которые наклоняются. То есть они на свои головы нахлобучивают какие-то прически, или как еще одна голова у них на голове. «Ля ядхульна аль-джанна ва ля яджидна рихаха». Они не войдут в рай и не почувствуют даже запаха рая. «Ва инна рихаха ля юджаду ми масирати каза ва каза». Хотя запах рая чувствуется, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, с расстояния такого-то и такого-то. И о женщины, побольше давайте садака. И спрашивая, конечно, позволения ваших мужей, побольше тратьте на пути Аллаха, делайте много добра бедным, делайте добро нуждающимся, остерегайтесь того, чтобы много проклинать. Потому что многие женщины, они не остерегаются проклятий, они проклинают своих сыновей, проклинают своих дочерей, проклинают своих братьев, проклинают своих сестер, проклинают своих подруг, проклинают своих соседей, своих родственников. Не делайте этого. И о женщины, за то добро, которое делают вам ваши мужья, содержа вас и заботясь о вас, будьте благодарны вашим мужьям и не проявляйте неблагодарности. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, он проходил в день праздника мимо женщин, и он сказал: «Я ма'шаран ниса'i тасаддакна». О женщины, давайте садаку. Фаинни уриту кунна аксара ахлин нар. Потому что я увидел, что вы, женщины, составляете основную часть обитателей ада. А женщины сказали: «Вабима я Расуль Аллах». А почему, о посланник Аллаха? И он сказал: «Туксирна ля'ан ва такфурна аль-ашир». Потому что вы много проклинаете, и вы неблагодарны вашему мужу. И помните, у женщины, что если женщина, она совершает свои 5 намазов, как положено, и постится свой месяц Рамадан, и оберегает свои органы целомудрие, и подчиняется своему мужу
то она войдет в рай. Она войдет в рай. Это обещание пророка, алейхиссалату вассалам. И остерегайтесь того, чтобы уподобляться в своей одежде, или в своей прическе, или в своих речах уподобляться мужчинам, или уподобляться неверующим женщинам, или уподобляться распутным, испорченным, порочным, чтобы не войти в их число и не попасть под слова пророка, алейхиссалату вассалам, который проклял тех женщин, которые уподобляются мужчинам, и мужчин, которые уподобляются женщинам, и который сказал: «Ман ташаббаха бикаум фахуа миннум». Тот, кто уподобляется какому-то народу, тот из них. Ибад Аллах, о рабы Аллаха, поздравлять с окончанием месяца Рамадан, с этим праздником. Это сунна. Это сунна наших предшественников, саляфу салих. Сахаба, сподвижники пророка, они поздравляли друг друга с этим праздником. Как это передано, сказано, что сахаба, сподвижники, они когда встречали друг друга в день праздника, то они говорили друг другу слова «Такаббаль Аллаху минна ва минкум». Пусть Аллах примет от нас и от вас. И знаете, что сунной пророка является приходить на намаз одной дорогой праздничной, а возвращаться домой другой дорогой. Так это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он помог нам, всем нам, продолжить нашу жизнь после этого месяца Рамадан в покорности Ему, в поклонении Ему и служении до самой смерти, до последнего нашего вздоха, чтобы Всевышний Аллах защитил нас от зла наших душ, от зла наших врагов, от зла шайтана. Аллахумма гфир лана, вали валидина, валиль му'минина, валь му'минат. О Аллах, прости нас и прости наших родителей, прости верующих мужчин и верующих женщин. Мы просим Аллаха, чтобы Он вернул мусульман к их религии, чтобы Аллах вернул мусульман к таухиду, к единобожию, вернул их к сунне пророка, чтобы вернул их к пути сподвижников пророка, алейхиссалату вассалам. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он остановил пролитие крови мусульман во всех частях этого мира. Мы просим Аллаха, чтобы Он уберег мусульман от убийств, кровавых столкновений друг с другом. Мы просим Аллаха субхана ва тааля, чтобы Он освободил мусульман от страха, от голода, от разрухи, чтобы Аллах защитил эту умму от фитны, от смут явных, смут скрытых. Мы просим Аллаха субхана ва тааля, чтобы Он сделал нас из тех, кто соблюдает Его религию, и чтобы Он руководителей мусульман направил к этому, чтобы руководители мусульман любили эту религию, и чтобы они соблюдали ее, и стремились установить ее, и защищали ее, чтобы через них Всевышний Аллах устранял ширк, и устранял новшества, и устранял грехи, и беззакония, и преступления. И пусть Аллах субхана ва тааля сделает нас из тех, которые провели месяц Рамадан в посте, и в выстаивании ночных намазов, и провели в поклонении Лейлятуль Кадр, иманан ва ихтисаба, с верой и надеждой, и получили прощение от Него. Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар, такаббал Аллаху минна ва минкум.